РЖД уже в этом году инвестирует в развитие железнодорожной инфраструктуры на территории Коми почти 700 миллионов рублей. Это несколько больше, чем годом ранее. Об этом Сергею Гапликову в рамках рабочей встречи заявил начальник Северной железной дороги Валерий Танаев. По его словам, накануне он лично объехал все станции, ознакомился с состоянием инфраструктуры, встретился с сотрудниками, после чего заверил, компания готова выполнить все взятые на себя обязательства. Так, в частности, на следующий год запланирован капитальный ремонт вокзала в Сыктывкаре. После него обновленное здание должно вписаться в концепцию архитектурного облика столицы, а сама станция в перспективе станет современным транспортно-пересадочным узлом республики. Также прорабатывается вопрос реконструкции посадочной платформы и павильона в Выжвинском районе. 2 года назад, напомним, объект удалось обновить косметически, причем в рамках государственно-частного партнерства. Заканчивается проектирование нового здания вокзала на станции Сосногорск. Старое, как заявлено, пойдет под снос. В следующем году уже начнется строительство. Сейчас рассматривается 2 варианта того, как он будет выглядеть. Представитель РЖД напомнил, в прошлом году была введена в строй станция Кнешпогост в Емве. Сюда вложено 385 миллионов рублей. Сегодня это самый современный комплекс республики с удобными платформами, пандусами и энергосберегающим освещением. Для выработки предложений по реализации задуманного будет создана специальная рабочая группа, в которую войдут представители правительства региона и Северной железной дороги. Глава Коми инициативу поддержал. Приветствовать вас, Валерий Федорович. Знаете, что у нас в 2021 году 100 лет республики. И, конечно, наша железнодорожная инфраструктура должна отвечать всем современным требованиям. Об этом мы говорили на питерском форуме с президентом РЖД, с Олегом Валентиновичем. Многие вопросы, которые нам удалось решить, в том числе это благодаря его личной позиции. Поэтому я хочу сказать, что у нас конструктивная работа. Я бы хотел, чтобы, может быть, сегодня мы решили организовать какую-то рабочую группу вот здесь. Для чего? Для того, чтобы посмотреть и использовать вокзал как транспортно-пересадочный узел именно Сыктывкара и в данном случае республики в целом. Почему говорю организовать именно рабочую группу? Потому что когда начнем обсуждать этот момент, мы можем прийти к какому-то новому совершенно развитию, в том числе транспортному. Например, генеральную транспортную схему развития в целом республики, в частности Сыктывкара. Очень важный момент. Это как бы плановый такой концептуальный документ, который может изменяться, но тем не менее он дает и для малого бизнеса, и для большого бизнеса определенный период времени, как можно развиваться. Очень важный момент. И второй момент, это связано уже с общими нашими представлениями о том, что должен быть единое окно, должно быть единый билет, может быть даже проезда пригородного движения, автобусного движения, маршрутного движения. То есть это все можно сделать вот в таком, как сейчас развивается в целом транспортная система в целом в стране. В том числе по вокзалу Усинск, по остальным вокзалам, по платформам, собственно, по Воркуте, Усинск. Буквально недавно с председателем комитета по транспорту и строительству Государственного дома Москвичевым Евгением Сергеевичем здесь встречались. Он проезжал ряд объектов по инфраструктуре, посмотрел. В том числе мы ему показали ряд железнодорожных переездов. Это тоже одна из тем, которую мы уже неоднократно обсуждали. И он сказал о том, что на следующий год они пытаются предложить правительству выделить определенные средства на обустройство переездов. Конечно, я бы хотел, чтобы и Северная железная дорога, и в целом РЖД наш регион поддержали. Совместно в рамках этой же рабочей группы сформировали ряд заявок по таким уже насущным проблемам, связанным по железнодорожным переездам, с тем, что мы могли заявиться и вместе уже, эти заявки отстаивать. Очень важный вопрос. Я на слух скажу. У нас в Коми 93 переезда. Из них 3 переезда всего оборудованы видеофиксацией. 11 переездов оборудованы дежурной по станции. Все 67 переездов – это те, которые световой сигнализацией без всего. То есть очень важный вопрос. Поэтому в этой части никак иначе надо в рамках создаваемой рабочей группы проработать эти варианты и соответствующим образом, в том числе и Москвичеву, предоставить соответствующее наше предложение. Все, что от нас зависит в данном случае, мы будем все делать так, как... и, конечно же, на звонках.
столетию республики, которое будет отмечаться в 2021 году, планируется построить новые здания вокзала и пассажирские платформы на 10 самых северных станциях и остановочных пунктах.